В прошлом году, как вы знаете, в октябре месяце, в конце октября, по строительной части задержали. Там было нарушение по строительному объекту. Потом они сами насчитали в порядке 50 с лишним миллионов сомов о том, что я нанес ущерб государству. Ну, в общем, там я в СИЗО-1 центральном СИЗО сидел. Там 27 октября 2023 года. Где-то через дней 20 после того, как меры пресечения изменяли через одного их человека, предложение я так и не понял. Они чуть, наверное, шантажировали, потому что когда дело уголовное заводили, они на все движимые и недвижимые имущества арестовали. Это, конечно, я так думаю, что был в какой-то степени шантаж, чтобы снять с ареста и меньше оплачивать. Построили условия, чтобы я начал этого Кулинова выманивать ареста. Ну что там, в СИЗО я первый раз попал, соответственно, 24/7. Времени было, то есть я был свободен, времени было очень много. Ну, через одного своего человека. Они сами вышли на меня, вышли через мобильный телефон, WhatsApp. Их человек представил его. И была беседа на почве патриотизма, на почве тех вопросов, которые были чуть недовольством среди общественности. Я ничего не подозреваю, соответственно, с ним общался, разговаривал. Он через день сами звонили на телефон, сами, где я сидел. Потом где-то в начале декабря мне сказали, что меня выпустят на дом ареста. 8 декабря 2023 года сказали, что надо ехать в суд для изменения репрессивного домашнего ареста. По дороге мы свернули и заехали в управление городского управления Казанина. Там меня ждал начальник управления. Мы с ним не были знакомы, но познакомившись, он мне показал видео, он мне показал, дал послушать аудиозапись, те, которые я вел, они уже в следующий день готовы были заново закрыть арестов. Потом повезли в Первомайский районный суд. Это было где-то в 2 или в 3 часа дня. Повезли, там решением суда отпустили под домашний арест. А там были мои родственники, знакомые с компанией совести приезжали. Домашние дома, куда это нахрен дома ждали домашние, несмотря на это, там 2 сотрудника. Они посадили в машину, сказали, что надо ехать, потому что если не поедем, то в следующий день могут заново арестовать. Они вначале ничего не говорили, но даже время, сколько мне надо быть с ними, об этом не говорили. Посадили в машину, там, белая машина, велосипед, Лексус, наверное. Выехали сюда, улица Исанова вверх, свернули, там одностороннее движение было до Московской, потом на Московской улице налево, в сторону центра. Поехали до управления, до городского управления. По дороге я сказал, что домашние ждут, хотя бы они должны знать, что все в порядке. Не надо об этом сообщить.
центре и купил специальный телефон для меня, потому что я после СИЗО, у меня ни вещей, ни телефонов, ни связи, ничего не было. Они купили мне телефон сенсорный, симку, взяли, в общем, потом приехали в Советский. Потом тогда мне объяснили, что пока где-то недельку, 10 дней мне надо будет быть с ними. Мы заехали туда. После заселения мне в WhatsApp загрузили, зарегистрировали. Потом меня отдали оттуда, сообщил, что они беспокоились, что все нормально, там по делам. Пару дней меня, может быть, и не будет в городе. Там отдохнули. В следующий день уже попросили выйти на связь с Летматом. И сам текст сами написали, чтобы я так с ним общался. Вот это вот Эльнур. Там попросили сказать, что я освободился, что у меня все в порядке, все в силе, и деньги нашлись. Потом я вышел к нему, позвонил Эльнур, оперативный сотрудник, он на второй телефон снимал нашу беседу с ним, так как я вышел к нему, то есть позвонил по видео вызову. И в этот момент в машине, это сумка была, я не знаю, я не помню, но занесли пол сумки денег. Черная сумка была спортивная. Я спросил, что это такое, они ответили, что это $500 000, что я должен был сказать Летмату, что и должен был показать эти деньги, что эти деньги для митингов, для собрания народа. В общем, как они просили, я сделал, поговорил, переговорили. Он поверил, не поверил, я не знаю, но пообщавшись, они периодически меня пытались готовить к разговору с ним. 8, 9, 10 периодически каждый день с ним на связь выходил. И, соответственно, периодически они все наши беседы записывали. Записывали на второй телефон, на видео. Потом, соответственно, увидевшись таких денег, Летмат попросила помощь финансово, что помочь надо детям, семье. Он просил $10 000, на что оператор дали согласие, чтобы я согласился. И где-то 4-й день, наверное, мы встретились возле филармонии, напротив филармонии, в ресторане «Океан» с человеком, получается, с внедренным человеком, что ли, в структуре, якобы знакомым Летмата. Его звали Полут Борисов. Я с ним встречался там в ресторане, там мне деньги передал. Может быть, и эти деньги полностью они, то есть передачи, они записывали, я не знаю. Хотя я сам один заходил в ресторан, передал. Потом уже в 3-4 день, наверное, они этот домашний начали беспокоиться. Они по вечерам где-то на час, на 1,5 часа домой возили. Я тогда жил вверх по Советской, по Ларче 1. Оттуда они возили. Я побывал дома, 1-1,5 часа. Они там ждали возле КПП. И обратно забирали. И, в общем, где-то
получается, 4-5 день, наверное, точно не помню, мне сказали, надо вот переезжать, съехать с гостиницы. Оплачивал начальник отдела, насколько я знаю, он оплачивал по карточке. Номер был на последнем этаже. Этот, называется люкс, президентский люкс. Самый большой номер. Там 2-3 комнаты внутри одной площадки. Потом оттуда, когда съехали, они по объявлению нашли квартиру собственную. Квартиру нашли на пересечении улиц Панфилова, Фрунзе, в доме, который построила компания «Борсан». П-образный дом. Там прям в середине второй подъезд на 8 этаже жили. Соответственно, все время, так как мы были на связи с Клетмата знакомый был ПС, просил, чтобы мы встретились с всего одним знакомым человеком по имени Асамидин. Я тогда первый раз узнал, и, соответственно, и об этом просил Клетмат. Но я туда приехал оборудованным. Меня оборудовали прослушкой или там жучок какой-то. В мой карман положили, включили и просили, чтобы я ничего не трогал. И с этим включенным аппаратом я заходил на встречу. Это числа 15, наверное, примерно декабря 2023 года. Я когда зашел, соответственно, я был ПС до этого знал, и знал из СИЗО, и когда я передавал деньги, он познакомил меня с Асамблеей. Кого я до этого не знал, никогда не пересекались, познакомились. Он тоже такое впечатление оставил, что он за народ, за государство, за будущее нашей страны болеющим человеком. Такое впечатление не оставил. Они начали поднимать вопрос о финансах, на что я категорически сказал, у меня нет финансов. И на этом мы разошлись. Мы с ним встречались по улице Абая, между Горького и Медерева, по улице Абая, там кафе «Тысяча одна ночь», возле мечети. Мы там встречались. После этого, через день-два, меня повели, получается, начальнику городского управления Джумабеку Салмора. Мы с ним встречались, вот, где мы жили, Фрунзе, Лагиненко. Там на первом этаже этих домов был ресторан. Я уже название не помню. Он туда приезжал, мы как раз вместе обедали. Он сказал, что то, что наши усилиями он или его структура не удовлетворена, и начали требовать другие условия, дополнительные, так сказать. Не другие, дополнительные, чтобы я начал заниматься Раимом Раимовым, Ахмад Кегельковым, Адахамом Гумаровым и Исаевым Шерстаевым. Вот к ним, вот с ними, чтобы я поработал, узнал, какие у них планы. После такого предложения я, соответственно, вышел, долго думал, как сделать. И начал планировать бежать от них. И они где-то уже после 20-х числа 20 декабря 2023 года, когда они меня домой привезли, я уже точно знал, что я обратно к ним не выйду. Домой приехал полчаса-час, посетил домашнего, и домашний тоже об этом не знал. Они тоже не знали, никто не знал об этом. Потому что такой груз, если можно назвать его шантажом, я впервые столкнулся, я не знал, что делать. И, соответственно,
посидев дома час-полтора, оттуда избежал. Не пришлось, даже никому не сообщая, ни родителям, ни домашним. Никто это не брал, с собой ничего не взял. В общем, оттуда уехал. Они, потом я узнал долго, ко мне домой приезжали, пугали, периодически названивали домашним, пугали. Я понял одно, что назад у меня дороги нет. Я скрывался в городе Токмак. 3 с лишним месяцев я скрывался периодически. Так как у меня не было другого выбора, я говорил то, что у меня внутри кипело. Мен бүгін бұл мамлекеттік деген, мамлекеттік қызматкер деген тонды жамылып алып, бандиттік қылған қылық жорықтарды айтып өтпесем кеш болар. 2023 жылдың 27 декабрында кечке мал мені ГКМБ-нің сотрудниктерім деп чақырып, барған жерімнен машинаға қинап салышып, қарсылық көрсеткеніме қарабастан бандиттерче уырдашып, 8 күн қамап белгісіз жерде. Үйдегілеріме, жақындарыма хабар бердіртпей, иш алып барып жатқан компанияма хабар бердіртпей, қармап жатышты. Эми бұны менен эле коштолуп калбай, қармап, бандиттерче камап отырып, ар кандай нерселер менен коркутушту. Компанияңа кол салабыз, компанияңдын бүтүн болгон нерселерге арест коебуз, жакындарыңа залакаң тийип калышы мүмкүн деп ар кандай нерсе менен коркутуп көрүштү. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ноябрь айында дагы мага жабылгыс, илешкис иштерди токуп отуруп камап да көрүштү. 52 миллион төктүрүп, 52 миллион төктүргөн ас келгенсип, анын үстүгө сол чөнтөккө 100 миллион бересиң деп араң чыгарышты. Эми өзүңүздөр да билип, угуп, көрүп аткандай, канчалаган биздин коллегалар, кесиптештер, куруучулар канчасы камалып, төгүп, кусуп чыгышты. Албетте, интернет айдыңында айтылган суммалардын 3 эсесин беришти. Бул айдан ачык нерсе. И вот в апреле месяце задержали, и с того времени содержусь в СИЗО ГКМБ. После задержания следствия как такового не было. Они просили показать дом, где я проживал в Токмаке. Ну, соответственно, я, так как приезжал ночью, я оттуда вот уже уезжал ночью и из дома не выходил. Я уже забыл, если честно. И ни одно следственное действие было без адвоката. То есть нигде я не участвовал. Там был исследователь, но адвоката не было. Потом у меня был адвокат Токталиев. До Токталиева была еще там девушка, женщина. Я не знаю, каким образом, и причину тоже не знаю. Они периодически менялись. Вроде находим мы, где-то после 2-3 встреч с адвокатами, они почему-то отказывались или боялись, я не знаю. Потом с компанией нашли Токталиева Нурлана. Он участвовал в процессах по изменению меры пресечения. И, соответственно, там были нарушения, он ходатайствовал. Нарушения со стороны следователя, со стороны органа, который ведет уголовное дело. Что сильно напрягло следователя и оперативных сотрудников. И не раз прям просили, чтобы я поменял адвоката. Он, насколько я знаю, действовал по
закону, но его действия не нравились. И где-то в начале июня, каким-то образом, без моего ведома, я об этом не был в курсе, запугали или напугали, испугавшись, он, кажется, передал тело и отстранился. Об этом я был в курсе потом. Это было где-то 5 июня 2024 года. И где-то 10-11 июня они приезжали меня забрать на следствие. Забрали, поехали в городское управление. В первый день, это было 11, наверное, июня. Ни о чем не было разговора. Меня спустили в подвал и, ничего не требуя, начали избивать. Вот этот оперативный сотрудник Ильнуш Шапаров, он меня вывез, там еще 2 молодые парни. Потом приехали, сперва чуть пугали, что компанию берут, что компанию обанкротят. Были такие разговоры. На что я особо не реагировал. Потом, после того, как спустили в подвал, единственное, что они сказали, те, которые меня избивали, что я в будущей президентской гонке буду ли баллотироваться, нет. Зачем я был против передачи Кимбер-Бахду, почему поднимал вопрос по месторождению Рекунтову, железному, Козлом, флаг. Вот на что они сказали, были вот только вот эти слова. Я потом уже не помню, там 2 раза сознание терял, они Вову пакет одевали. Там первый день были двое тоже сотрудники, наверное, в масках. Я их не знаю, кто они, в общем. Если можно назвать процедура длилась где-то 1,5 часа. После того, как они закончили, меня опять на 2-й этаж подняли, там воду дали в области почек и в голову, пару, наверное, пинали. Потому что когда я сюда, в СИЗО, когда вернулся, у меня в 2 местах гематом в голове, опухшей головой я приехал, который этаж подняли и дали, чтобы я в себе пришел время. И где-то через, может быть, 40 минут обратно привезли. Никакого следствия не было. Просто была пытка. Осматривают. Там были моменты, здесь даже они сфотали. Карточку, насколько я знаю, открывали. Они кремом мазали, где там отеки. От головной боли таблетки давали. На что я просил, что у меня голова кружится. Может быть, сотрясение мозга, так как гематомы были. На что просил, чтобы скорую вызвали, так как здесь только одна медсестра. На что они ответили, что не могут вызвать скорую. В тот день я еле, вот задняя часть тела, все было опухшее. Я даже именно на спину не мог лежать. Я думал, в следующий день, может быть, там в больницу покажут. Нет, в следующий день тоже где-то часов 11 утра, уже 12 июня, опять приехали на следствие. На что я отказался поехать. Сказал, что вчера было избиение. Я без адвоката не могу поехать, так как 11 июня без
брали и привозили. Меня отсюда силой вытащили, передали оперативным сотрудникам городского управления. Они опять забрали. Я думал, после избиения будет какой-то разговор. Приехали туда, я где-то час-полтора там сидел и ждал в одном кабинете. Потом где-то через часа полтора опять меня спускают в подвал, там, где меня ожидали 4 уже сотрудников, именно в масках, экипированные, в черной форме. И сразу мне рушник одели, посадили в стульчик и начали меня тоже избивать. В живот, почки, по голове били. Потом, так как был пакет у меня в голове, я не помню, если честно. 2 дня терял сознание, меня водой приводили в порядок. Когда очнулся, они задавали вопросы, на что я уже второй день, мне было терять нечего. Я сказал, лучше стоя умру, чем сидя буду жить. Сидели, сейчас архитектура говорю. Ну что опять избили, и они на стульчик меня посадили, на мизинце, обе руки, оба пальчика, на мизинце. Одели, наверное, там было кольцо, я уже не помню. Одели ток, и на пальчики ноги тоже одевали и включали. Там тоже я сознание терял, не помню уже. Потом попытались заставить в камеру сказать, что якобы известного Крым-менталитета Хамчукурбаева я заказал убить за $5 миллионов. На что я сказал, я такого не заказывал, и весь народ знает, как он скончался. И они где-то минут 40, наверное, не больше, минут 40 вот так пытали. Потом опять подняли наверх, воду дали. Я в себе приходил еле. Я тогда на ногах не мог стоять. Дрожал, потому что электричество ток для меня было, я не знаю, для организма было впервые. Потом где-то через минут 15 поднялся начальник городского управления Джумабек Салманов и сказал, что в компании тоже дочки недовольны. На что я сказал, что недовольство это только то, что стоит строительный объект, где мы должны закончить за деньги, которые были наложены аресты со стороны государства. Потом он чуть недовольно сказал, что нынешний Крым-авторитет по имени Алтуха или по кличке, что их человек, что он звонит начальнику городского управления и просит меня перевести из СИЗО ГКМБ в СИЗО-1. На что он сказал, что если мы переведем, вас убьют, поэтому вас пожалели. Хотя у меня с ними, я не имел с ними никаких дел, и у меня никогда с ними проблем, вопросов не было. И у нас разговор закончился ни о чем. Потом приехал, обратно привезли. Здесь я еле пару дней, у меня было шоковое время, и состояние было шоковое. Я думал, все, наверное, все, что они хотели сделали. Нет. И 13 июня, уже где-то в 2 часа после обеда, опять приехали на следствие забрать. Я тогда, если честно, был готов на все. Готов был на всякие пытки. Привезли, опять попытались из меня извлечь информацию, которых у меня
меня не было и нет. С кем я общался все это время, когда я пропадал. Третий день опять спустили в подвал. Но там было только 2 человека. Они слегка, не так, как там первые 2 дня, слегка пугали, чтобы я об этом никому ничего не говорил. Если об этом кто-то узнает, что они могут, для них несложно инициировать мою смерть. Я цитирую их слова, на что я просто промолчал. После 15-20 минутной пытки обратно привезли, это было уже 13 июня.